Всем ассаламу алейкум. Я давно уже не выходил в эфир. Было очень много событий, очень много пищи для размышлений. И все проанализировать и сделать какие-то выводы было очень непросто. И я всячески оттягивал, в общем-то, запись такого видео, но наступил момент, когда уже откладывать нельзя. Нужно как-то для моих соплеменников уйгуров дать какие-то разъяснения по поводу происходящих событий в мире, особенно в свете интересов уйгурского народа. Мы наблюдаем достаточно интересные события, и они вызывают, конечно, множество различных опасений. Непонятно, к чему все приведет и к чему придут все эти события, но я для себя, в общем-то, как-то очертил определенный какой-то круг понимания и хочу до вас донести. То, что касается уйгуров, интересов уйгуров, конечно, уже много лет, скажем, все эти надежды наши, интересы уйгуров, надежды на независимость, они связаны с внешней политикой Соединенных Штатов. И если мы посмотрим реально, что же делают Соединенные Штаты, то мы можем увидеть, что Соединенные Штаты неуклонно продолжают создавать кольцо вокруг Китая. Если мы возьмем регион Тихого океана, там, Китайского моря, в общем-то, вот это вот Тайвань, скажем, вот, все, что касается того региона, то понятно, что Китай, в общем-то, находится на такой грани, да. То есть, с одной стороны, им необходимо решить этот тайваньский вопрос, но получится ли, и вот это получится ли под большим вопросом и сдерживает китайские власти от принятия решения о нападении на Тайвань. Но при всем при этом ситуация в экономике Китая, она может быть вызвать социальный взрыв в стране, потому что уже на протяжении длительного периода китайская экономика падает. И к этому прилагают все усилия Соединенные Штаты. То есть уже на протяжении многих лет Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы ведущие компании мира ушли из Китая. И Китай, конечно, ведет достаточно хитрую политику в этом вопросе. То есть он понимает, что если Соединенные Штаты принимают определенные санкции и закрывают Китай и поставку товаров из Китая, то тогда необходимо сделать так, чтобы экономика Китая не свалилась, и нужно сместить производство вовне из Китая, но при этом, чтобы денежные потоки шли в Китай. И таким образом Китай массово, то есть просто лавинообразно создает свои предприятия в различных странах мира. Тот же самый Вьетнам, это по сути уже
китайская фабрика. То есть это китайские предприятия. Но товары выпускаются под надписью Made in Vietnam, и, соответственно, они под санкции не попадают. То же самое Китай пытался сделать в Мексике, в некоторых странах Латинской Америки. Сейчас Китай стремительно просто врывается в страны Центральной Азии, покупает предприятия, влазит туда. И куча китайцев лавинообразно идет в страны Центральной Азии, перемещается, чтобы на этих китайских предприятиях зарабатывать деньги, и они шли в экономику Китая. В Китае ситуация с рабочими местами, конечно же, достаточно удручающая, то есть очень много безработных, и потому что контракты с Китаем не заключаются, деньги из Китая уходят. И вот эти свободные люди, они под соусом, что сотрудничество, там, развитие, там, и так далее, Китай как будто вроде бы инвестирует деньги в эти различные страны мира, но при этом он преследует однозначно, что деньги будут зарабатываться там для Китая, и работать там будут китайцы. То есть таким образом Китай снижает социальную напряженность по безработице в самом Китае и направляет свободные рабочие руки в различные страны, где регистрируются вот эти вот китайские предприятия. Эти страны, они с удовольствием, конечно, принимают эти инвестиции. Они рассчитывают, что эти деньги нужны, но это политическая близорукость. Почему? Потому что это касается государственной безопасности. То есть для меня до сих пор, в общем-то, скажем так, не загадка, конечно, но вызывает достаточно сильное удивление, что, допустим, казахстанское КНБ, оно борется с уйгурами, которые пытаются защитить интересы уйгуров на родине, да, в Восточном Туркестане, в Уйгурстане. Или, допустим, борется с теми же самыми кандастарами, которые заявляют протест китайскому правительству, что ихние родственники там находятся в этих лагерях, да, где людей просто уничтожают. И казахстанское правительство борется с ними. То есть КНБ. Ребята, вы где находитесь вообще? Безопасность страны под угрозой. Почему? Потому что Китай влазит в страну просто вообще лавинообразно. И самим казахам работать будет негде. Потому что китайцы вкладывают деньги для того, чтобы работали там китайцы, а не казахи. И китайцы будут обосновывать тем, что в Казахстане нет нормальных инженерных кадров. Вот эта вот воровская политика Назарбаева, и потом, как в наследство перешла Токаеву, она вымывает мозги, все нормальные мозги из Казахстана. И в Казахстане, по сути, вот при создании новых предприятий работать именно вот национальным кадрам Казахстана их нет, их просто нет. Потому что нету нормального образования, нету нормальных своих производственных предприятий. И те люди, которые более-менее получают инженерное образование, они уезжают. Им в Казахстане делать нечего, потому что работы нету. Но, во всяком случае, достойно оплачиваемой работы нету. Вот это не парадокс. Это беда Казахстана. И
в правительстве сидят вроде как бы с хорошим образованием, но просто абсолютно бездарные, тупые руководители, министры, которые вообще просто реально производство не нюхали, они не понимают, что такое производство, какие люди должны работать, какие кадры нужно готовить. Кадровая политика в Казахстане, кроме как вот, типа, даже сейчас это уже все умерло, но, типа, резервный запас там этих самых кадровый резерв правительства. Сегодня где он? Нету. Да потому что просто нет. Они не берут этих людей. Поймите правильно. Казахстан, любая вообще страна Центральной Азии, они живут не в соответствии вообще с реальным общественным строем, который они заявляют. То есть мы предполагаем, что в Казахстане после развала социализма наступил капитализм. Вернулись вроде бы. Хотя Казахстан в капитализме не был. И другие страны Центральной Азии, они в капитализме не были. Они все были феодальными. И вот из социализма все вернулись в феодализм. И вот он феодализм сейчас рулит, руководит, а это феодально-патриархальные отношения. Там нету места для нормальных мозгов. Там феодал что захотел, то и сделал. Вот его родственник, вот его там еще кто-то там, знакомый, брат, сват, друг, сосед. Он его привлекает к работе не по мозгам, а по отношению к себе. И это в странах Центральной Азии повсеместно. Единственное, вот в Узбекистане еще как-то сохранились какие-то кадры производственные, потому что Каримов, он свое производство в Узбекистане, он не уничтожал, как Назарбаев в Казахстане. И Hyundai, он пришел в Узбекистан, не в Казахстан. Почему? Потому что в Казахстане нету кадров, не с кем работать, некому производить эти автомобили Hyundai. То есть еще отверточная сборка как-то способна или еще что-то. Но полный цикл производства автомобиля невозможно сделать, потому что нету кадров. А в Узбекистане есть. Вот они туда пошли. Поэтому Узбекистан сейчас развивается семимильными шагами по отношению к Казахстану. Но вот эти вот феодально-патриархальные отношения, которые в Узбекистане так же, как и в Казахстане, они потом дадут сбой. И сейчас, пока ресурсы в Узбекистане есть, они еще как-то работают, но потом со временем потихонечку они будут вымываться, будут уходить в другие страны. Вот. И опять же, Узбекистан может постигнуть участь Казахстана. Ну, посмотрим. Время покажет. Может быть, власти нынешние Узбекистана осознают ошибочность своей позиции и начнут как-то исправляться. Посмотрим. Что касается уйгуров, вот политики, то есть уйгурский вопрос находится сейчас в центре между Китаем, Россией, Соединенными Штатами и странами Центральной Азии. И в связи с тем, что уйгурский вопрос, он очень важный, то и на сегодня интерес к странам Центральной Азии вот в связи с этим и повышенный. То есть Россия потеряла в свое время, еще в 1949 году, Уйгурстан. Точнее так, просто сдала Китаю, Мао Цзэдуну.
Теперь Россия, не желая того, но все равно, развязав войну в Украине, сдала Центральную Азию, потому что у нее ресурсов нет. Они пыжатся, там, тельняшку на груди рвут, заявляют, что мы там, если что, всех там к ногтю прижмем. Ну, все-то видят, что Россия не имеет тех ресурсов, которых раньше боялись. То есть, что Россия возьмет там и буквально кончиком мизинца раздает любое поползновение, которое может быть проявиться против интересов России. Но сегодня все изменилось. Уже все. Я думаю, что, конечно, в российском руководстве это осознают. Где-то так, в мозгах. Но вот, сердце не согласно. Они рвутся, они все хотят, все. Нет, не получится. И вот то, что сейчас страны Центральной Азии выступают единым фронтом, как единая сила, единый регион, и сюда же Азербайджан подключился, а там, где Азербайджан, там и Турция, это уже реальная мощная сила. Это действительно скажем, та структура, которая имеет серьезные ресурсы и с которыми нужно считаться. И поэтому сейчас Россия, допустим, она тоже вот где-то это самое, но остерегается. Пытается, но остерегается, понимает. Вот. И пока война в Украине не закончится, и Россия там немножко так вот не остановится, не одумается, ну, я думаю, что они еще будут продолжать это делать, пытаться, но нет. Что касается Китая. Китай, конечно, вы понимаете, да, он потерял все свои, как бы, кредит доверия, скажем так. То есть, в общем-то, периодически звучат, конечно, такие мысли, что Китай сам создал вот эту пандемию, да, с ковидом по всему миру, для того, чтобы там заработать деньги на всяких медицинских, в общем-то, оборудовании, там, препаратах, там, сопутствующих там каких-то материалах. Да, Китай на этом заработал, причем серьезно. Но вот я много слышу, когда китайские пропагандисты, как бы прокитайские всякие там типа аналитики, да, типа Сыроежкина там, или там Вавилова, там Маслов есть еще один такой вот, типа заявляет, что вот это вот тысячелетиями там создаваемая вот эта вот развивающаяся цивилизация, она настолько мудрая, настолько сам. Мужики, о чем вы? Какая такая китайская мудрость? Где она? Я вас умоляю. Мао Цзэдун, он что, был настолько мудрый, что китайский народ встал и сказал Мао Цзэдун, ты что, дурак, что ли, уничтожать всех воробьев? Ты что, дурак, что ли, создавать на каждом дворе как бы печку, которая выпекает чугун, варит чугун? Ну нет, ну вот это вот культурная революция, которая привела к уничтожению, как это в сталинские репрессии были, то же самое были репрессии в Китае. Как они довели до того, что целая миллиардная страна голодала. Где китайская мудрость? И сейчас китайцы вот подумали, ну, бешеная собака, да, кусает руку, которая ее кормит. То же самое Россия, к сведению. О чем это? Я разъясню.
Советский Союз вообще создавался, когда создавался. Вот эти великие стройки социализма, о которых говорили там индустриализация страны там, и так далее, так далее. Все это делалось, я так подозреваю, на деньги, на золото, которое было вывезено вот, во времена, ну, то, что золото царской России было вывезено из умирающей России, когда заходили большевики, и вот на эти деньги потом большевики договорились, и американцы построили и Днепрогэс, там еще какие-то. Ну, то есть вот эти все великие стройки Советского Союза, это все строили, делали американцы, американские инженеры. Да, рабочая сила черная, ломовая, там была рабоче-крестьянская русская, советская. Но мозги, технологии, само оборудование, которое завозилось, все это самое, строилось, это все было практически американское. И когда был голод после гражданской войны, и в 30-е годы голод, американцы целыми пароходами отправляли продукты питания в Советский Союз для того, чтобы люди не умирали с голода. Американцы открывали бесплатные кухни. Вот как показывать любили во времена Советского Союза, как американцы голодают, там их кормят, там бесплатных этих самых раздают питание. Сегодня в Америке это есть. Но это социальная поддержка. Социальная поддержка тех, кто мало зарабатывает. Да, есть и бездомные, есть разные. Что скрывать-то? Но американское правительство этих людей не бросает на произвол судьбы. А в Советском Союзе тогда правительство не могло никак накормить. Оно обворовывало крестьян, отнимало, кормилось само, но люди в городах умирали от голода. В Казахстане казахов погибло несколько миллионов, в Украине. А самой Россия молчит, а там тоже голод был страшный. И там умерло, я так думаю, несколько миллионов человек тоже. Американцы помогали, кормили. Во время Великой Отечественной войны американские технологии, ленд-лизинг, все, что нет самое, вот вся техника, там куча всего это была американская. Без этого бы Советский Союз не победил бы Германию. Там, говорят, все, американцы там открыли второй фронт только в 1944 году, когда было понятно, что Советский Союз побеждает Германию. Ну, совесть имейте. Американцы с самого начала помогали. И вот Советский Союз, неблагодарный, потом начал тявкать на Америку. Вместо того, чтобы строить более тесные дружеские отношения, они вот эту вот помощь, вот это вот добро, которое пришло из Америки, они на это наплевали. И вот сейчас Китай творит практически то же самое. То есть американцы вливали деньги, технологии, кадры. Сколько миллионов китайцев обучилось в американских вузах. И потом эти студенты, которые потом работали в американских предприятиях, ведущих предприятиях, они стали воровать эти технологии, скажем, наработки. Вот это все они стали воровать и везти в Китай. Мало того, Китай развился за счет американских денег, поднялся, а потом начал заявлять: я первая экономика в мире.
стал строить флот и угрожать уже всем этим самым, в том числе американцам. Залез в страны Латинской Америки, подгреб под себя Панамский канал и опять начал на Америку как бы давить. Но я не знаю, кто там в Китае вообще работает, кто там сидит, анализирует, думает. Но Китай вместо того, чтобы развивать вот эту всю агрессивную политику и на весь мир вот это все декларировать, занялись бы своим внутренним Китаем, повышением уровня жизни обычных китайцев. Потому что обычные китайцы в Китае, ну, многие, во всяком случае, там в центральных провинциях, там еще где-то, живут, в общем-то, не ахти как. Но у них рынок потребления очень низкий. То есть вся экономика Китая, она была построена на то, чтобы производить и продавать за рубеж. Но зарубежные рынки закрыли. Америка закрыла, Европа закрыла. Страны Тихоокеанского региона, ну, Китай что-то пытается продавать. Они говорят, а у нас своего хватает. У нас своих рабочих рук достаточно много. И туда много Китай не продаст. В Россию Россия тоже не может много чего покупать. У них сейчас опять состояние войны. Они занимаются не развитием внутренней экономики, а развитием военной экономики. То есть потребление гражданских позиций в России опять очень сильно урезано. Вот. И весь мир, вот то, что после пандемии увидел, в первую очередь, вот надо быть очень сильно благодарными всем президенту Трампу за то, что он первым начал требовать, чтобы американские компании вернулись назад в Соединенные Штаты. Потому что это стратегически вообще, вот просто вот, по умолчанию, это безопасность страны. Не может государство зависеть от экономики другого государства. Потому что это потом всегда чревато. Это столкновение интересов. У Китая интерес был подчинить себе весь мир. Чтобы весь мир зависел от ихнего производства. Но они не подумали, что в мире тоже понимают, что не могут они жить только на китайском, потому что надо и чтобы свои люди работали, чтобы своя экономика развивалась, свои предприятия работали. И вот эта ковид-пандемия, она просто вот как лакмусовая бумажка выцветила полностью всю опасность зависимости от Китая. И поэтому и Европа, и Соединенные Штаты, они просто вот жестко начали проводить политику возврата предприятий из Китая. И Япония в том числе, и другие страны, в общем-то. И китайцы пытались залезть в Мексику. В Мексике обрубили китайцев. Просто обрубили. Все, китайцев в Мексике, по сути, вот, что они пытались там свои предприятия создать, в Мексике обрубили. Нету. И сейчас Мадуро там, Венесуэла там заявляет, типа, мы там за справедливость, мы там это самое, там не дадим американскому империализму, то все, блин, вот блеф, вот просто блеф, коммунистический блеф. Это просто защита своих интересов. Мадуро хочет сидеть у власти и рулить народом, который безмолвно только делает, что пашет. Нищает и пашет, нищает и пашет. Это то же самое, что если мы наблюдаем в странах Центральной Азии, но только там это немножко похлеще. И Мадуро надеется опереться на защиту Китая, России, Ирана.
глупый. Как можно допустить, чтобы, точнее не то, что допустить, а предположить, что Америка допустит влияние какой-либо страны в Латинской Америке на внешнюю политику Соединенных Штатов? Не допустит. Это вот спроецируйте попробовали, как вот Россия на Украину. Россия не выдержала, напала на Украину и сказала, это зона моих интересов. Вот только у России мощи не хватает, сил не хватает, и они просто берут и уничтожают Украину, и как бы остановиться не могут. И чем дальше в лес, тем больше гробов, как говорится. То же самое в Венесуэле. Но только Венесуэла это не Украина, а Соединенные Штаты это не Россия. Соединенные Штаты, если вот Мадуро продолжит лезть в пику интересов Соединенных Штатов, его просто снимут и все. Ну, вы сами помните, это вот буря в пустыне в Ираке. Американский десант, достаточно массивный, большой, прошелся катком. Вот, и превратил в Ирак в страну, которая сейчас до сих пор непонятно, она вообще присутствует в мире или нет. Там полная тишина. Вот так вот, если взять, да? Что я еще хотел рассказать? То, что вот страны Центральной Азии, ну, в частности, Казахстан и Узбекистан, Токаев и Мирзиёев, подписали достаточно большие договоры, миллиардные, с Соединенными Штатами Америки. Узбекистан на покупку самолетов, Казахстан на покупку там локомотивов железнодорожных. Это все не от того, что как бы желание сотрудничать с Соединенными Штатами, во что бы то ни стало. Просто, понимаете, вот Соединенные Штаты, вот я вот начинал говорить, да, они закрыли Китаю вообще возможность для какого-либо маневра в Тихоокеанском регионе. И если Китай нападет, допустим, на Тайвань, то там пережмут тисками, все закроют, перекроют все абсолютно. Но остается другой вариант. Россия, через Россию и дальше далеко, а Россия еще Европой блокирована, и то есть Китай как бы через Россию не особо может. И Китай поэтому он активно сейчас и продвигается, в общем-то, в страны Центральной Азии для того, чтобы себе застолбить вот этот путь на Европу через страны Центральной Азии. И поэтому Китай скупал предприятия, там, проекты свои внедрял, там еще что-то сделал. Вот. Но Трамп взял и заставил Пашиняна с Алиевым заключить мирный договор. Почему? Потому что и он взял под контроль, под свой контроль, вот этот Занзибарский коридор. То есть это единственный коридор, который, так вот, если взять на длительном пути из Китая, не через Россию, а вот через страны Центральной Азии, выход Турции и Европы. То есть вот этот вот узкий участок, он как раз таки, в общем-то, очень важен на этом пути. И то, что Армения, вот некоторые армяне, они там, да мы будем жить так, как хотим, мы никому не дадим, это наша территория, это наш контроль, там еще что-то. Они недопонимают, насколько это все геополитически очень важный участок, и Армению скорее развалят, чем дадут Армении
рулить вот на этом участке. Поэтому армянам надо, в общем-то, опомниться, да, и как-то вот раз они подписались и дали обещание Трампу, что вот надо в этой конве идти. Иначе Армению просто стерут с лица земли. Вот и все. Ее или включат в состав Азербайджана, там, или еще что-то сделают. Но Армении вести политику непонятно какую вот на этом участке никто не позволит. Ну, во всяком случае, Соединенные Штаты не позволят, Турция не позволит, ну, соответственно, с Турцией и Азербайджан не позволят. То есть, или иначе армяне распалят войну на этом участке, и они будут уничтожены. Это однозначно. И вот Трамп этим договором взял под свой контроль этот Занзибарский коридор. Теперь дальше что происходит? Если война на Тайване начнется, то Китай попрет через страны Центральной Азии. И Трампу сейчас, это не только президенту Трампу, это вообще внешняя политика Соединенных Штатов. Очень важно взять, закольцевать этот участок, перекрыть его, не дать, чтобы Китай оттуда мог двигаться. И, конечно, понятно, что руководство Казахстана, Узбекистана, они могут не потянуть, они не смогут принять решение против Китая. То есть, если Китай заявит о своих интересах, и они не смогут противостоять, у них нету для этого ресурсов там и каких-то сил. И вот, чтобы купить безопасность для своих стран от Китая, они затаскивают американские компании и говорят, мы покупаем. То есть появляются интересы американских компаний, интересы американского правительства в этом регионе. То есть, по сути, вот этими контрактами на поставку самолетов и поездов Казахстан и Узбекистан покупают гарантии безопасности от Китая, от России, заключая договоры с Соединенными Штатами. Но если они начнут, как обычно это делают, опрокидывать по договорам, то это приведет к тому, что они поплатятся. Потому что ни для кого не секрет, вот эти все игиловские боевики, мусульманские вот эти вот все, которые находятся в Афганистане, Пакистане, там в Сирии, эти силы, они мгновенно мобилизуются, их мобилизуют американцы. И они пойдут и зайдут через Узбекистан, Казахстан и встанут на границах, и дальше они уйдут. И они есть, как бы, я думаю, такой план, вплоть отделить Уйгурстан от Китая, Тибет от Китая. Может, они еще что-то прихватят. Внутреннюю Монголию. То есть они ужмут Китай до такой степени, чтобы Китай потом был именно вменяемым и подчинялся уже, в общем-то, нормальным экономическому сотрудничеству и со Соединенными Штатами, и с Европой. То есть Китай вынудит работать и отрабатывать те инвестиции, которые были сделаны в Китае. А не так просто. Китай взял, типа, отмахнулся, там еще что-то, да, и те деньги, которые в Китай вложили, ему простят. Нет, ребята, такого не бывает.
Китай заставят платить за эти инвестиции. И вот Казахстан с Узбекистаном сейчас они вводят Китай, давайте, инвестируйтесь там, то все 10. Может быть, они там думают подспудно, что однажды, когда-то, если Китай развалится, а все вроде бы как к этому и идет, то, скажем, вот эти все китайские инвестиции, они останутся невостребованы. Сомневаюсь. Востребуют еще как. Вот, поэтому все непросто, все очень непросто сейчас в этом мире. И интересы везде переплетены, но достаточно все однозначно и понятно, что интересы стран, они пересекаются, и победит тот, кто сильнее, кто мудрее. И просто я хочу еще вот последнюю мысль донести до вас. Понимаете, Китай доказал всему миру, что коммунистам, вот этому социализму доверять нельзя. То есть в этих режимах руководят, в общем-то, не демократия, а автократия, авторитаризм, диктатура. И если лидеры вот этих центральноазиатских стран думают, что они вот со своим строем смогут выжить в этой политической истории вот этого всего мира, то нет. Они должны перестраиваться на демократию, не на то, где один человек решает все. И он ворует, и как бы превращает весь свой народ в рабов. Нет, этого не будет. То есть доверия не будет. То есть сейчас во всем мире вот именно кризис доверия. Кризис доверия привел к тому, что Китаю не доверяют во всем мире, России не доверяют во всем мире, а Казахстану, Узбекистану, другим странам Центральной Азии дали карт-бланш, доверие не оправдают, а авторитарные режимы никогда не оправдывают доверие. Они просто потом уничтожаются. Ну вот в Иране опять тоже кризис доверия, как вы видите, да? Вот. Поэтому, в общем-то, история решает и решает. Всем мира, добра, благополучия. До следующих встреч. Спасибо всем.